Рада приветствовать вас у экранов телевизоров сегодня, уважаемые телезрители, и хочу ам, познакомить или сообщить вам радостную новость. Мы сегодня встречаемся с заслуженной артисткой Гагаузии, гагаузской автономии, человеком, который прилагает немало усилий для того, чтобы развивать гагаузский язык, развивать гагаузское песенное творчество, находясь далеко за пределами нашей маленькой, теплой, светлой родины. Людмила Тукан сегодня с нами любезно согласилась побеседовать. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, день добрый. Спасибо большое за приглашение. Я тоже очень рада встрече нашей с вами. Так красиво сказали, что несмотря на то, что я нахожусь за пределами Гагаузии, я действительно стараюсь развивать и продвигать наш гагаузский язык и гагаузскую культуру. Вот, поэтому, да, действительно, сегодня я хотела бы с вами поговорить на эту тему, наверное, чтобы знали, да. Развивать гагаузскую культуру и гагаузское песенное творчество, находясь здесь, в Гагаузии, намного легче, чем находясь за пределами нашей Родины, потому что вы все-таки живете, находитесь, работаете в обществе, русскоязычном обществе. Каково вам приходится, сталкиваетесь ли вы с какими-либо трудностями? Если да, то какими конкретно? Да, вы правы. На самом деле, первое время, когда я переехала в Москву, в Россию, да, первое время я сталкивалась с такими нюансами, с такими проблемами. Да, даже было такое ощущение, что ничего не хотела сделать, потому что все было чуждо, да, и поэтому оно даже и не шло, оно не получалось. Я по этому поводу очень страдала. Но опять-таки же, в какой-то момент ты понимаешь, что ты это хочешь сделать, поэтому надо находить в себе силы, находить какие-то пути решения какие-то, да, для того, чтобы идти дальше. Самое главное, если ты этого хочешь, а я этого всегда хотела. Я хотела развиваться, двигаться вперед в своем творческом пути. Я не знаю, если бы я осталась бы в Гагаузии лет 10 назад, да, как оно было бы, как оно сложилось бы у меня. Ведь не зря говорят, хоть как бы банально не звучала эта фраза, все, что не делается, все делается к лучшему, я все-таки буду как бы надеяться на то, что в какой-то момент, переехав в Россию, да, возможно, из-за того, что я переехала, вот эта тоска, это вот скука, желание вернуться обратно, может быть, по этой причине, скорее всего, да, может быть, у меня было огромное желание, как будто оно проснулось, еще больше желание развивать и двигаться дальше, вперед, и через свои песни, гагаузские песни, достучаться до своего гагаузского слушателя. Но опять-таки же тут палка двух концов. Если бы я осталась бы на родине, мне кажется, все-таки мне намного легче было бы развиваться, потому что на родине, на своей территории, как говорят, да, и стены лечат. Наверное, в моем случае все-таки здесь не было бы той некой паузы, не было бы той боли, не было бы той тоски, да, может быть, по-другому было бы. Но сейчас мы уже не узнаем этот ответ. Сейчас самое главное то, что есть сегодня. А на сегодняшний день я считаю, что у нас есть результат. Результат, слава богу, он хороший, на мой взгляд. Да, может быть, могло быть и лучше. Но давайте вот просто смотреть реальности в глаза. Слава богу, на сегодняшний день то, что есть, и на этом как бы очень даже, на мой взгляд, неплохо. Конечно, хочется двигаться вперед, делать много хороших песен, потому что через песни все-таки мы рассказываем, мы что-то говорим, оставляем некий след. Также можно через песни достучаться до слушателей и дотронуться струн души вот именно того другого человека. Поэтому в дальнейшем, в любом случае, несмотря где я живу, где я нахожусь, это не важно. Важно то, что у меня в душе. А у меня в душе любовь к своему гагаузскому языку, любовь к родине, поэтому именно с этим наплывом, с этим напором, с этими мыслями будем идти вперед, развивать, радовать и радоваться. Дом и стены лечат, сказали вы, и невольно появился такой вопрос.
То, что вы в другой стране продолжили свою творческую деятельность, это демонстрирует вас как человека очень сильного. Вы по натуре являетесь сильным человеком. То есть вы не сдались, несмотря на трудности, несмотря на тоску, наверняка она была у вас. Вы пошли по своему пути и не отреклись от своего любимого дела. Да. Это мое любимое дело, это живет у меня внутри, это где-то там запрятано в глубине души. Я, если бы даже попыталась бы от этого как-то отойти, не получилось бы. Потому что есть некоторые вещи, те вещи, которые не объяснить словами, их только можно почувствовать сердцем, душой. Вот в данной ситуации, наверное, именно тот случай, когда желание было настолько сильным, что я не остановилась. И я действительно, наверное, все-таки сильный человек, потому что если показать свою слабинку, да, можно упасть и остаться где-то там. Нет, я не из тех. Надо идти вперед, стараться, стремиться, несмотря на то, что есть подножки. Подножки были, есть и будут всегда. Но надо верить в лучшее, верить в то, что ты делаешь сам. И надо помнить, что не придет какой-то волшебник и вместо тебя сделает все то, что нужно сделать. Никто вместо тебя не сделает твою работу. Надо находить в себе силы, находить какой-то некий позитив, смысл в чем-то. И только после этого, раскрыв крылья, лететь навстречу к своей мечте. А у меня мечта была и есть, и я живу с этой мечтой, чтобы в дальнейшем также развиваться и продвигать свою культуру. И все песни, которые я делаю, да, так сказать, свой творческий путь я делаю для моего гагаузского народа. Вот так. Мы сегодня уже говорили, но остановимся еще раз на песне «Гагаузская Карларе». Гагаузские женщины. Вы сказали продвигать гагаузскую культуру. На мой взгляд, вы продвигаете, конкретно на этой песне сейчас становимся, на мой взгляд, вы продвигаете не просто гагаузскую культуру, но и гагаузскую историю, гагаузский дух. Вот конкретно данной песне «Гагаузская Карларе», «Гагаузская женщина». Но, согласитесь, в гагаузской эстраде еще не было такой песни, которая так четко передала бы образ гагаузской женщины, не просто образ гагаузской женщины, физический какой-то образ, а вот какой-то душевные какие-то качества, какие-то исторические сложенные правила, что ли, которые есть сегодня в гагаузском обществе. Отношение женщины к семье, отношение гагаузской женщины к жизни и отношение гагаузской женщины к тем обязанностям, которые были заложены нашими предками. То есть очень глубокий смысл в этой песне. Что можете ответить на этот вопрос? Песня хоть и шуточного плана, шуточной такой характеристикой, но на самом деле, если вникнуть, то какой же действительно там глубокий смысл. И эта песня на сегодняшний день стала гимном для наших гагаузских женщин. Вообще про женщин, как говорят, и в горящую избу, и коня на скаку остановит. Вот про гагаузских женщин я смело вот могу руку на сердце кладя сказать, что какие же мы молодцы, какие же мы умнички. Я помню еще свою бабушку. Боже, сколько она работала, и не покладая рук, не покладая своих сил. И у всех по 5, по 6 детей, и они все успевали. И в доме, и в огороде, и хлеб какой красивый пекли. А на праздники какие у них были эти пасхи. У меня слов нету, просто сколько всего гагаузская женщина может. И в этой песне мы действительно видим всю характеристику наших милых дам. Гагаузские женщины, они могут все. Несмотря на то, что они многие оставили свои дома здесь, в Гагаузии, большие хоромы, несмотря на это, они смогли себя и на чужбине также найти и реализовать. Очень многие, будь то в России, будь то в Турции, будь то в разных местах, кто куда уехал, они и там. А почему? Потому что мы не боимся работы. Мы и в огонь, и в воду. Поэтому
девочки, мы с вами молодцы, мы умнички, только вперед с песней «Гагаус Карылары» и только вперед. Вот так. Данная песня очень полюбилась публике, но в то же время вызвала такой резонанс между женщинами и мужчинами. Будет ли ответ песни «Гагаус Карылары», будет ли ответ со стороны Людмилы Тукан? Конечно, ответ должен быть, потому что все-таки как же без нашей сильной половины, мы без них никуда. Да, действительно, когда родилась песня «Гагаус Карылары», тут сразу же пошел такой некий вопрос, а как? Для женщин песня есть, а для мужчин? И все, говорю, будет и для мужчин. Не обидим, конечно же, мы их тоже, потому что они нас тоже не обижают. Как бы ни было, да, они являются нашей опорой, нашей скалой некой. Поэтому, слава Богу, что у нас есть наши гагаузские мужчины. Песня про них уже есть, сделана, мы ее написали, радуем их этой же песней. Поэтому, когда мы встречаемся на каких-либо мероприятиях на чужбине, тогда с радостью эту песню исполняю, и они охотно под эту песню танцуют. Самое главное, чтобы они у нас были живы, здоровы, сильные, не болели наши мужики, наши мужчины. Вот. Ну и всегда были рядышком с нами. А чтобы мы чувствовали себя маленькими девочками рядом с ними всегда и во все времена. Спасибо нашим мужчинам, что они у нас есть. Людмила, каждый ваш приезд на родину становится определенным своим праздником и для вас, и для жителей Гагаузской автономии, потому что вы всегда приезжаете с чем-то новеньким. В этот приезд ваш, что новенького вы привезли для гагаузского слушателя? Да, действительно, вы правы. Для меня каждый мой приезд на родину – это прям большой праздник. Я всегда пишу, вот самая счастливая дорога – это дорога домой. Я когда вот сажусь в самолет, я лечу домой, лечу на родину. И какое же счастье, что здесь я пока имею, да, куда приехать, пока жива мама, есть куда приехать. И это большое счастье, на самом деле, это большое счастье. Поэтому для меня большой праздник каждый мой приезд. Сейчас я тоже приехала не с пустыми руками к себе на родину. На самом деле сейчас хотелось бы тоже вот рассказать и показать все то, что я привезла с собой. Это новые песни, это видеоролики, видеолайфы, которые очень нужны для слушателя. Значит, песня «Гагаус Хорусу» на гагаузском языке, песня «Дорога домой» на русском языке, но она опять-таки же связана с патриотикой. Опять есть нотки такие, где мы слышим, что да, есть любовь к родине. Потом песня про мужиков наших, про наших гагаузских мужчин, про Адамлар. Есть такая песня. Вот 3 новые композиции, которые я привезла на нашу родину. Для меня важно, чтобы как-то я, и являясь заслуженным артистом Гагаузии, чтобы я развивала гагаузскую культуру и через свои песни также продвигала наш гагаузский язык. И для меня это очень-очень важно. Поэтому вот так вот. На этот раз тоже приехала не с пустыми руками. Новые песни, новые видеоролики, новые видеоклипы. Очень надеюсь, что песни полюбятся нашему гагаузскому народу, и мы дальше вместе с ними будем продвигать все наши творческие работы. Начинания и работы. Да. Да. Людмила, вы сказали, что, конечно, гагаузский зритель, гагаузский слушатель, жители Гагаузии с нетерпением ждет что-то новенького и всегда знает, что Людмила приезжает, всегда возвращается на родину с какими-то новыми песнями, с какими-то новыми клипами. Меня интересует вопрос, насколько гагаузские песни сегодня востребованы среди тех гагаузов, которые проживают в Российской Федерации? Как часто на мероприятиях они просят гагаузские песни, просят гагаузскую хору, гагаузскую кадынджу? Ни одно мероприятие гагаузское не проходит без гагаузских песен. Где бы мы ни были, мы все равно хотим слушать и слушаем гагаузские песни. Будь то кадынджа, будь то хора, будь то кааршавасы, мы вот это вот все слушаем, и мы этому очень радуемся. Тем более, находясь на чужбине, мы очень скучаем по нашим всем гагаузским обычаям, традициям, но очень многие люди, которые там живут, всячески пытаются, стараются сделать так, чтобы все эти наши вот какие-то моменты, они там не потерялись.
Вот. Также готовятся ко всем праздникам. То есть все традиции, которые у нас здесь были на родине, они там также живут. Так что и песни также, конечно же, благодаря нашему гагаузскому народу, они живут. Ни одно мероприятие не обходится без гагаузских песен. И это большое счастье для меня. Планы на ближайшее будущее какие? Ой, планов, как всегда, очень много, Хватит конечно. ли вам сил их реализовать, потому что вы приезжаете буквально на 2 недели, выкладываетесь на 1,000,000% Да. и уезжаете. Хватит ли вам сил реализовать то, что вы наметили на ближайшее будущее? Да, на самом деле очень много планов. Хочется жить, петь, творить, радовать. В принципе, так и делаем. Пока силы есть, пока есть возможность, делаем по силам своим. То есть не прыгаем выше головы, а делаем все по силам своим. И тогда все получается. Шаг за шагом надо все правильно продумать, правильно все расставить по своим местам, по полочкам. И таким образом все получается. Конечно, один в поле не воин. Я одна все не могу. Конечно, есть те люди, ну, некое мое окружение, которое мне помогает в этом деле. Поэтому все хорошо и получается, все классно. Главное делать все с любовью и с чистыми помыслами. Вот тогда обязательно все получится правильно, и мы обязательно сможем достучаться до сердца наших слушателей. И, конечно же, ваше пожелание нашим слушателям и жителям всей нашей маленькой, но еще раз повторяю, красивой, теплой Родины. Ой, несмотря на все сложности, самое главное, чтобы мы не растеряли свой стержень, который есть у гагаузов. Несмотря на то, что нас мало, мы же знаем, мы сильные, смелые и гордые. Нас не сломать. Вот поэтому дай Бог всем сил, крепкого здоровья. Очень важно для меня вот этот вот момент настолько вот важен. Главное, чтобы был мир на земле. Я думаю, что и для всех это важно. Потому что когда есть мир везде, в семье, в доме, в мире, да, то все остальное получается. Поэтому самое главное – мира на земле, солнца яркого, светлого неба и крепкого здоровья всем нашим людям на этой планете. Спасибо. Нам остается вас поблагодарить и пожелать только удачи в намеченных планах. И ждем в следующий раз очередного визита вашего в Гагаузии с новыми песнями. Спасибо большое.